Сегодня у меня в гостях один из основоположников и руководителей Чеченской республики Ичкерия, генерал национальной армии, вице-премьер и министр иностранных дел Чеченской республики Ичкерия, а сегодня лидер национально-освободительного движения Ахмед Закаев. Ахмед Халидович, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Ахмед Закаев, глава Кабинета министров Чеченской республики Ичкерия, родился в 1959 году в Казахстане, куда его семья была депортирована в 1944 году в рамках сталинской операции «Чечевица». После реабилитации семья вернулась на родину, в Чечню. В 1994 году получил предложение от первого президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева возглавить Министерство культуры. С началом Первой Чеченской войны командир подразделения в составе вооруженных сил Ичкерии. После окончания боевых действий занимал пост министра иностранных дел Ичкерии, а затем стал одним из ближайших соратников президента Аслана Масхадова. Во время Второй Чеченской войны был представителем правительства Ичкерии. Участвовал в международных переговорах. С января 2002 года живет в Великобритании, где получил политическое убежище. Россия требовала его экстрадиции, обвиняя в терроризме, но лондонский суд отказал, признав дело политически мотивированным. Я рад приветствовать вас в Киеве. Спасибо, что приняли участие в нашей программе. И начать я хотел бы наш разговор с Ичкерии. В июле 1991 года была провозглашена независимость вашей республики. Давайте вспомним эти дни, эти времена. Какой тогда была ситуация и как получилось вам и вашему народу тогда хоть на время, но отсоединиться от этой империи? По месяцам, по датам это немного другие даты были. Я имею в виду, это был осень, выборы у нас были в октябре. Декларация о государственном суверенитете была принята в ноябре. Но это все происходило в период так называемой Горбачевской перестройки. Чтобы было понятно, я немного разъясню, как развивались события в тот период. Вы молоды, многие об этом не помнят и думают, что, тем более, российская пропаганда во многом преуспела, чтобы дискредитировать наше движение, наше государство и наш народ, в принципе. Все, что тогда происходило, это происходило в соответствии с существовавшими тогда законами. Законами СССР, законами Российской Федерации и, конечно, принципами и нормами международного права. Принципы права народов на самоопределение, оно было актуально, оно всегда в политике, особенно на Западе, очень серьезно обращали на это внимание. И мы, в принципе, весь период холодной войны воспитывались именно в этом духе, когда нам вся зарубежная, если тогда это было доступно, Радио Свобода или какие-то каналы, где рассуждали и обсуждали и призывали народы, колонизированные народы Советского Союза к независимости, к свободе и говорили о том, что эти народы имеют право на самоопределение, на свою государственность. И вот этот период, когда Горбачев решил перестроить свою страну и немного отвести внимание от тех основных проблем, которые происходили. А это был кризис уже экономический, и было понятно после поражения афганской войны, что СССР в том виде и в том качестве не мог существовать. И поэтому была задумка такая, что нужно провести перестройку. И самое интересное, еще бытность директором КГБ Андропова, он засылал на Запад учеников, которые готовились к ведению рыночной экономики на территории Советского Союза. То есть нужно понимать, что если кто-то думает, что вот вся эта перестройка и в последующем трансформация СССР в СНГ это была победа полная Запада и западных стран, которые это у них, они понимали, что они уже издыхаются, и эта система не может больше в таком качестве существовать, решили сами перестроиться и перевести это. И вот в этой ситуации, когда Верховный Совет СССР в апреле месяце приняли законы, уравнивающие автономные республики с союзными республиками, и в последующем уже дальше прошел процесс суверенизации, как они говорили, парад суверенитетов. В ноябре 26-го Верховный Совет Чечено-Ингушской республики принял декларацию о государственном суверенитете, и с этого времени
Чечено-Ингушская республика избавилась от клише «советская социалистическая автономная республика» и стала республикой, союзной республикой. Тогда мы участвовали в процессе подготовки нового Огаревского договора, который должен был быть подписан 21 августа, но 19-го произошел путч. Это все предотвратили именно КГБшники, когда поняли, что очень многие регионы могут выйти вообще из этого состава. Потому что балтийские страны, Латвия, Литвения, Эстония, они вообще отказались подписать новый союзный договор. Грузия заявила очень четко, недвусмысленно о том, что они не подпишут этот договор. Украина провела референдум и заявила о том, что Украина будет свободной и независимой. Но в этой ситуации все равно продолжался процесс. Горбачев продолжал вести политику и готовился документ к подписанию. И, кстати, делегации Украины, делегации Чечено-Ингушской республики 19-го уже находились в Москве, чтобы подписать этот союзный договор. Ну, произошел ГКЧП. И вот с этого времени, когда уже и СССР развалился, Чечня была, в принципе, независимым государством. Ингушетия отделилась от Чечни, заявив о том, что они хотят в составе Российской Федерации создать свою автономную республику. И мы, в принципе, тогда президент Джохар Дудаев и наше правительство отнеслось с пониманием к этому, и произошло мирный такой, абсолютно мирный. Как Чехия и Словакия, Чечено-Ингушетия точно так же разделилась. Только Ингушетия вошли в состав Российской Федерации, а мы остались независимыми. И вот все эти 3 года велась абсолютно античеченская пропаганда. Мы говорили о том, что еще 22-го, 14 даже в 2014 году, когда Россия начала здесь провокации Украины, отъем Крыма и последующим война на востоке Украины, это все было заложено еще в тот период. Война Абхазии, Южной Осетии, Карабах. Это еще при Горбачеве закладывали все эти горячие точки с тем, чтобы управлять регионами. Вот принцип, он, разделяя и властвуя, имперский принцип, он никогда не менялся, и он остается и сегодня. И украинцы, как никто другой, сегодня это очень хорошо понимают. И вот с этого времени Чечня боролась за свою независимость, за свободу, и мы пережили 2 войны. И я знаю, что вот особенно когда началась крупномасштабная русская агрессия против Украины в 1922 году, с этого времени украинские и политики, и общественность очень скрупулезно начали изучать историю, нашу историю. Если тогда им было непонятно, что происходило в Чечне, но когда они непосредственно соприкоснулись с Россией и с этим злом, они вспомнили и про Чечню, что было, как было. Потому что бренды и пропаганда, она в принципе не менялась. Если нас называли террористами, исламскими экстремистами, то украинцев называли бандеровцами и нацистами. Вот нужно было, чтобы вот оправдать свои злодеяния, нужно было придумать что-то. Создать образ врага, который представляет угрозу не чуть ли для всего мира. И на самом деле исторически так сложилось, что Россия всегда увязывала свои проблемы с кем-то, вот с международными проблемами. Вот вспомним период, когда велись войны, Запад, Англия, Франция колонизировали регионы, страны, и это как бы было в духе вот того периода и времени. Здесь это на Западе называлось это ввести цивилизацию в какую-то страну, да, оккупированную. И точно так же Россия, которая начала формироваться как империя в результате захватнических войн, столкнулась с очень серьезной проблемой на Кавказе, именно с чеченцами. И когда западные эксперты, писатели Александр Дюма и другие, которые побывали на Кавказе и видели, что там происходит, и из-за этого, из-за
те жестокости, которые проявляла Российская империя во время захвата этих территорий, начали критиковать. И знаете, как объясняли они тогда свою жестокость, которую происходит? Они объясняли это тем, что чеченцы своим сверхсвободолюбием провоцируют другие народы на бунты и на восстания. И поэтому нужно решить вопрос. И, конечно, на Западе страны, которые имели такие же проблемы уже с другими колонизированными народами, относились к этому спокойно. Голодомор, 1939 год в Украине. Потом, 1944 год, депортация народов Северного Кавказа, чеченцев, ингушей. Как советское руководство объясняло это? Сотрудничество с нацистами. Украинцев в этом же обвиняли, чеченцев, ингушей. Отличие от Украины, на территории Чеченской Республики вообще не было немцев. Мы не были под немецкой оккупацией. Но, однако, нас обвинили в сотрудничестве с нацистами, и вот под этим предлогом депортировали и таким образом оправдывали. И вот то, что сейчас происходит, вот во время нашей войны, у западного мира появилась проблема после афганской войны, появились проблемы с исламскими организациями, которые были сформированы и созданы. Ну, я не буду сейчас подчеркивать, кто их создавал, но они создавались искусственно. И вот на этой волне Путин требовал после нападения на Соединенных Штатов Америки в 2001 году, Путин сделал заявление. Он первым выразил соболезнования Бушу, позвонил 2-3 раза в течение одного дня, и потом в последующем сделал заявление, что Россия готова вступить в международную коалицию по борьбе с международным исламским терроризмом, но требует, чтобы войну в Чеченской Республике рассматривали именно в контексте борьбы с международным терроризмом. Тогда Соединенные Штаты это не приняли, но в последующем они добились того, что именно в этом контексте и начали рассматривать. Я почему пошел вот такой длинный экскурс? Потому что еще в 1995 году Джохар Дудаев предупреждал мир. Сегодня же не только Украина подвержена агрессии и Россия представляет угрозу не только для Украины, а для всего цивилизованного мира. Но тогда еще, в 1995-м, Джохар предупреждал о том, что если сегодня Россию не остановить там, в Чечне, что она будет продолжать представлять угрозу. И всему миру придется в последующем столкнуться с этим злом. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот что мы сегодня на самом деле и имеем. И поэтому, конечно, мы сегодня, и как руководство, легитимное руководство Чеченской Республики Ичкерия, напрямую связываем свое будущее и свое освобождение от российского ига, деоккупации нашей страны. Точно так же другие народы Кавказа, они, которые сегодня находятся в колониальной зависимости, напрямую осознают и понимают, что здесь, в Украине, решается и их судьба. Только военное поражение России в Украине может позволить этим народам стать свободными и независимыми. Поэтому 24-го началась война, первая агрессия в 22 году. 25 числа мы на заседании Государственного комитета деоккупации Чеченской Республики Ичкерия выступили с обращением и к народам Северного Кавказа, и к чеченцам, которые находятся, что мы должны сегодня поддержать Украину и сформировать подразделения, которые будут отражать российскую агрессию вместе с украинцами. Братья украинцы, чеченский народ вместе с вами. И я уверен, что вместе мы отстоим свободу Украины, защитим нашу страну, и мы победим этих варваров. Украине слава! И с этого времени наша работа, она продолжается здесь, в Украине, и мы, на самом деле, без преувеличения, напрямую связываем возможные перемены и в Чеченской Республике, и на Кавказе, и в самой России с ситуацией в Украине. Я помню кадры с этого митинга. Это, по-моему, было Брюссель. Да, это по-моему, было вы тогда Брюссель, были в Брюсселе. Очень много людей вы собрали в тот день на этом митинге.
И я вот хотел вас спросить, а что вы почувствовали, когда узнали, что Путин начал полномасштабную агрессию против Украины? Вот буквально перед этой агрессией, вы помните, 1,5-2 месяца шли очень серьезные дебаты, аналитические анализы, пойдет Путин, не пойдет, начнет войну крупномасштабную, не начнет. Я был один из тех, кто до последнего не верил, что Путин совершит эту агрессию. И я это объяснял, почему. Потому что это будет конец Российской империи. И я не предполагал, что Путин и его окружение пойдут на этот шаг. Ну, видимо, у них была другая информация, и они имели другое представление, как это будет происходить. То есть были выделены огромные ресурсы, $5 миллиардов на подкуп чиновников, политиков, военных, силовых структур, что Украина не примет Россию ничуть ли с цветами. И Путин вел эти войска, тот контингент, который он вел в начале, на самом деле он не был рассчитан на то, чтобы оккупировать всю эту страну. Ну, этих войск хватило бы, чтобы оккупировать Чеченскую республику, допустим, да? Хотя они тоже столкнулись с нами 1,5 года. В первую они за 2 часа пытались взять, а Украину за 3 часа они заявили о том, что они решат вопрос с Украиной. С нами вообще за 2 часа. За 3 дня он имел в виду. За 3 дня, да, за 3 дня. За 3 дня Украину. И вы знаете, что мы точно знаем, что те, которые подразделения, мы уже знаем, что шли на Украину, они готовились провести парад в Киеве. Именно. Они были уже, у них и форма одежды, все было предусмотрено на парад. Ну, и самое главное в этом вопросе, Запад в лице Соединенных Штатов Америки этот факт принял. Этот факт принял, и в разговорах с украинскими политиками они уже сказали, что все, ребята, мы вам можем помочь эвакуировать вас, перевести. Но, к сожалению, это уже факт, что Россия захватывает Украину. Но когда ваше руководство, военное политическое руководство в лице президента Зеленского отвергли это предложение, и украинский народ дал отпор, и очень серьезный отпор, я еще этот момент имел в виду, когда Путин-то, что он сделал? 8 лет российская пропаганда мотивировала украинцев и украинский народ. И как он назвал эту операцию? По денацификации и демилитаризации. То есть украинская нация, как этнос, должны были перестать существовать. Украинское государство должно было перестать существовать. И в этой ситуации, конечно же, и военное руководство, и украинский народ, они проявили просто сверхколлективный героизм, дав вот этот мощный отпор. И поэтому они были вынуждены отползти сначала, чтобы потом уже на долгосрочную перспективу, как они сейчас ведут, мобилизоваться и вести эту войну. Но то, что тогда происходило, и то, что для меня было очевидным, что это начало конца Российской империи. И сегодня другого решения или другого выхода из сложившейся ситуации, кроме как военного поражения России, нету. У международного сообщества нет. Не говоря уже о Украине. У Европейского Союза нет. Если сегодня Европейский Союз позволит России выиграть эту войну, то следующими будут они. Поэтапно. Страна за страной. Начнут они оттуда, с тех территорий, которые они считали исконно своими. Это и Балтийские страны, это и Польша, это и Финляндия. Почему Финляндия сразу же после этого, державшая нейтралитет, она вступила в НАТО. И точно так же Швеция. Поэтому то, что сегодня здесь происходит, в принципе, то, о чем мы заявили еще 3-4 года назад, когда начиналась война, оно оправдывается. На самом деле, как бы сегодня
кто не относился вот к тем процессам, которые идут в самой России, Россия идет к своему логическому концу как империя. И другого выхода, кроме как довести это вот именно в этом ключе, у Европейского Союза нет. И поэтому я уверен, что Украину будут поддерживать до конца, Украина выиграет эту войну, а победа Украины это будет означать конец Российской империи и деколонизация народов, которые сегодня находятся в колониальной зависимости от России. Ахмед Халидович, мы в этой программе в основном говорим о будущем. Стратегия свободы, смотрим вперед и пытаемся понять, как сделать так, чтобы народы, покоренные сейчас Россией, все-таки стали свободными. Вот если мы поговорим о Чечне, как сегодня живет республика в условиях вот этой вот установленной из Москвы маркунтизированной власти в лице Кадырова? Какая ситуация в республике сейчас? Дело в том, что вот то, что происходит сегодня в Чечне, это очень такой показательный пример для Украины. Вот чем дольше будет длиться оккупация украинских территорий, тем сложнее в последующем будет влиять на ситуацию. То есть меняется менталитет, меняются люди, сама система и сама ситуация, в которой они оказались, они не позволяют им попытаться изменить существующий формат. Для этого, чтобы изменить этот формат и сегодняшнюю ситуацию, должна быть какая-то поддержка извне. Это всегда так происходило, и Чечня не исключение. Это, наверное, история мировых войн, нету аналога тому, вот насколько вот маленькая нация на маленькой территории оказывала сопротивление российским агрессорам. Война началась в 1994 году. Я не разделяю их. Первая, вторая война. Это был просто перерыв. Русским нужно было взять тайм-аут, перегруппироваться, создать и информационную основу для продолжения российской агрессии и оккупации территории в экономическом отношении и военном отношении. И вот эти 2-3 года, которые мы считали, мы заключили мир с Россией, Россия готовилась к новому масштабным военным уже, открытым военным действиям. И поэтому вот с 1994-го Россия официально объявила о том, что она закончила войну, покорила Чечню в 2010 году. Вот начиная с 1994-го, 2010 год. Но последнее подразделение чеченских сопротивленцев было ликвидировано, убито в 2021 году. Вот представьте себе вот весь этот период. 300 тысяч гражданского населения, которые погибли в результате этой войны. Из них 42 тысячи – это дети. 14,5 сейчас, если исходить из новых реалий, 14,5 тысячи квадратных километров. Это территория вся. И вот все эти годы чеченский народ сопротивлялся. На самом деле то, что сегодня происходит, при том, что мы видим такие небоскребы стеклянные, город возрождается, это все ширма, за которым идет страдание. И народ просто смирился с той участью. Он не покорен. Абсолютно, я это знаю. У нас есть очень серьезное подполье в Чечне. Но сегодня ситуацию в Чечне можно рассматривать как концентрационный лагерь, где сосредоточены и находится весь народ находится в заложниках. Есть те, которые обслуживают эту власть. И мы там и по телевидению, и пропаганда используют именно тех, которые сегодня служат этой системе, оккупационным структурам. А само население, которое выжидает и ждет определенного часа, их никто не видит и не замечает. Просто люди сегодня выживают и пытаются выжить в этой ситуации. И поэтому, когда мы говорим, что наше будущее и наше освобождение и деоккупация напрямую связаны с Украиной, мы это исходим из тех реалий, которые сегодня существуют в самой России, в Чеченской республике и сегодня в Украине. У нас здесь сегодня на самом деле в Украине возрождается чеченская армия. Мы восстановили Министерство обороны и 5-6 подразделений, которые сегодня находятся и в иностранном легионе, и в качестве добровольцев, они здесь получают колоссальный опыт ведения современной войны. А на самом деле то, что сегодня происходит в Украине и война в Украине, аналога этой войны тоже нет.
Это совершенно другая война. И сегодня мир наблюдает за тем, насколько новые технологии позволили изменить вообще понимание ведения войны или соприкосновения линии фронта. Сейчас линия фронта – это вся территория. Сейчас нельзя ограничиваться и говорить, вот здесь проходит линия фронта, и остальная территория или оккупирована, или же находится в безопасности. Этого нет, потому что вся территория, она сегодня подвержена и является передовой. И поэтому то, что сегодня Путин организовывает вот эти массированные атаки на мирные города, это терроризм. Открытой форме терроризм, это запугивание населения с тем, чтобы сломать дух этого народа и покорить его. И вот это не удалось им, несмотря на все эти годы оккупации нашей страны, не удалось в Чечне, и я уверен в том, что это не удастся русским и в Украине. 24 февраля 2022 года, вот когда вы выступили в Брюсселе со своим заявлением, также с заявлением выступили и чеченские добровольцы, вот о которых вы вспомнили. Многие из них сейчас сражаются в Украине, защищают Украину и Чеченскую Республику и Ичкерия, соответственно. Могли бы вы немного подробнее рассказать о тех батальонах, тех отрядах, которые сейчас воюют в Украине? Что можно, из этого сказать? Хорошо, почему? И правильно ли я понимаю, что именно на эту силу в будущем вы ставите как на главную силу, которая, возможно, и приведет к долгожданной свободе и независимости в вашу родину? 25 числа я сделал заявление о том, что мы объявляем набор чеченских добровольцев для Украины. 25-го. 27-го, 28-го президент Украины Зеленский подписал указ о создании иностранного легиона. В последующем, через 1,5-2 месяца, мы подписали одно из наших ведомств, Министерство обороны, одно из ведомств Министерства обороны подписало соглашение с одним из ведомств, не будем сейчас подчеркивать, Министерства обороны Украины, соглашение о взаимодействии и совместной. И вот с этого времени начался процесс восстановления вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. И мы восстановили Министерство обороны и начали формировать подразделения. Сегодня 5-6 подразделений, которые состоят в иностранном легионе. Есть 2 подразделения, которые не входят ни в какие структуры, имеют статус добровольческих отрядов. И они все практически задействованы в войсковых операциях с украинцами. И добровольцы, и наши подразделения. Наши подразделения напрямую связаны с командованием иностранного легиона, а добровольцы, они в разных структурах Украины входят в силовые структуры и вместе с ними находятся на передовой. И самый главный вопрос, да, безусловно, вот то, что мы сегодня здесь, почему я и сказал, что мы возрождаем чеченскую армию, именно возрождается в Украине, это именно то ядро, на которое мы рассчитываем, когда изменится ситуация и наступит день и час, когда мы должны будем выступить у себя на родине. Вот это и то ядро, которое мы задействуем. Вы знаете, что во время Первой мировой войны был создан польский легион, иностранный польский легион. И в принципе, вот этот легион, он и сыграл самую главную роль в освобождении Польши и создании суверенного независимого государства. Точно так же сегодня вот те бойцы, которые находятся здесь, они являются ядром и той силой, которая будет способна, сила, вокруг которой объединится народ чеченский и изменит существующий формат власти. Я в этом абсолютно уверен. И с этой целью мы и работаем. И здесь работаем, и в Чеченской Республике работаем. Ахмед Халидович, вы председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия. Некоторые журналисты, обозреватели указывают в изгнании. Я бы отказывался, честно говоря, от этой формулировки. Все-таки по всем даже юридическим моментам можно считать вас легитимным правительством. Расскажите нам более детальнее о работе правительства, как происходит работа, над какими главными моментами, акцентами вы работаете и сейчас сосредоточены. Сейчас, дело в том, что вот почему это у журналистов, это еще
Второй мировой войны, да, вот были правительства в изгнании Франции, там, и это Да. так, поэтому по уже привычному называют. На самом деле мы не правительство изгнания, потому что члены нашего правительства находятся в самой территории, в условиях подполья. Они работают и с населением, то, что я имею в виду домом, то, что мы делаем. Да, мы отказались от ведения такой открытой войны, потому что мы были оставлены один на один, у нас не было никакой поддержки со стороны. И за эти 20 лет, 25 лет, конечно, любая нация, есть предел, предел пассионарии, да, что мы могли, мы сделали. Ну, а сейчас нужно было взять какой-то тайм-аут, чтобы мы могли набраться снова силами. И поэтому мы не ведем открытую войну сегодня, какие-то боевые действия на территории Чеченской Республики. Но работа с населением, она продолжается. Мы вот за этот период, который мы находимся здесь, мы восстановили наши паспорта. У нас есть гражданские паспорта Чеченской Республики. Мы восстановили и создали наши деньги, которые были еще при Джохаре Дудаеве заложены. У нас есть деньги, которые мы можем ввести, наша национальная валюта, которую мы можем ввести в любое время. И мы готовимся вот к тому, что после деоккупации, чтобы не быть зависимыми от российского рубля, у нас будет национальная валюта, которая уже готова. У нас проделана огромная работа здесь, на Западе. Мы ведем учет наших молодых специалистов, которые получают высшее образование в самых престижных вузах, разного профиля, разного направления. У нас есть департамент по связям с молодежью, с чеченскими, войнахскими диаспорами, которые имеют учет всех наших студентов, которые получили образование и которые работают в разных структурах Европы. Это все весь багаж для нас. И вот того потенциала, который мы имеем сегодня для создания государства, у нас этого потенциала не было 30 лет назад. Ахмед Халидович, сейчас мы более детально поговорим о стратегии свободы для Чеченской Республики Ичкерия, но перед этим давайте посмотрим небольшой сюжет о вашей республике. Чеченская республика, субъект Российской Федерации, расположена на Северном Кавказе. Граничит с Северной Осетией, Ингушетией, Ставропольским краем, Дагестаном и Грузией. До оккупации Российской империи Чечня была регионом, населенным горными общинами, организованными по принципу родов, тайпов. В XIX веке в течение 40 лет сопротивлялась российской оккупации. В XX веке во время Второй мировой войны чеченский народ претерпел геноцид. Полную депортацию населения в Казахстан, Киргизию и другие регионы Средней Азии. В отдельных случаях села с оставшимися пожилыми и больными людьми подрывались. По различным оценкам погибло более 100 тысяч человек от переохлаждения, голода, болезней. В 1991 году Чечня провозгласила независимость, и государство стало называться Чеченская Республика Ичкерия. Однако после 2 чеченских войн Ичкерия утратила независимость. В 2022 году Верховная Рада Украины признала Ичкерию временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. Ахмед Халидович, какой вы видите Чеченскую Республику Ичкерия в будущем? Независимой, свободной? Какое это должно быть государство? Я имею в виду основополагающие вещи. Государственное устройство, власть, переходной период. Как вы это видите? Дело в том, что те, кто знает чеченское государство и нас, у нас есть конституция, принятая еще в 1992 году. И основополагающие принципы государственного строительства изложены в этой конституции. Да, должны будут быть внесены какие-то изменения, коррективы, поправки, дополнения к этой конституции. А вот с учетом всех современных реалий, я именно поэтому и подчеркиваю, что наша задача сделать так, чтобы была избрана власть, которая будет вносить все эти изменения и коррективы. Но вот в сегодняшний период, на этом этапе мы не можем ни изменить, ни поменять ни одну статью Конституции. Потому что с 5 октября
1999 года указом президента был создан Государственный комитет обороны. Разработано положение. Это на период военного действия, военного положения. Функции парламента были приостановлены. Законотворческая деятельность парламента была приостановлена. Это все действует. И это будет действовать до тех пор, пока сегодня мы переименовали Государственный комитет обороны. Не сегодня, уже тогда, в 2014 году, мы его переименовали в Государственный комитет деоккупации. Вот эта структура, этот орган должен будет отменить военное положение. И с этого времени уже начинается этап мирного строительства. Это и выборы, и в последующем те изменения, которые должны быть нанесены. А на самом деле основополагающие принципы строительства, государственного строительства, они изложены в нашей Конституции. И дальше мы разработали концепцию уже на этот период, на период оккупации и нашего существования, мы разработали концепцию развития государственного строительства. Оно тоже есть в публичной сфере, и там изложены основные принципы. Мы, в принципе, не отходили ни на йоту от нашей Конституции 1992 года. Скажем так, основополагающие законы уже есть, фундамент построен. Да, абсолютно у нас все есть. Почему для нас важно сохранить? Мы же сегодня на самом деле не обладаем реальной властью, да? У нас нету. Единственное, вот с 22 года у нас сформировалось военное подразделение. Это Министерство обороны, которое функционирует здесь. У нас есть издательство «Чечен-пресс», Министерство информации и печати, Министерство иностранных дел. Это те структуры, которые сегодня должны активно действовать, и они работают. А все другие ведомства, и Министерство внутренних дел, и Министерство экономики и финансов, они разрабатывают программы на тот период, когда будет деоккупирована наша страна. Но у нас уже все будет подготовлено. Нам не надо будет изобретать велосипед или сидеть ждать, как кубинцы, как после Кубинской революции, они власть получили и не знали, что делать дальше. И самая главная инициатива тогда была, нужно издать указ, чтобы мужчины отрастили бороды. Вот этого у нас не будет. У нас все будет расписано, и каждое ведомство, и каждая структура будет знать, что они должны делать. Что будет с властью Кадырова после того, как Чечня станет независимой? Те, которые виновны в чеченской трагедии, они будут призваны к ответу, безусловно. А так вот, в основном, как я и говорил, все эти структуры, которые сегодня вынуждены были находиться в республике, они будут амнистированы. И наша самая главная задача не допустить гражданскую войну. Она, в принципе, и не будет. Хотя сегодняшние так называемые хорошие русские все время грозятся, и вернее доказывают на Западе, что вот как только Россия уйдет с Кавказа, то все начнутся межнациональные войны, и трагедия, и хаос. Ничего подобного. Мы видим, что сегодня, кстати, очень примечательно, я думаю, Кавказ, Азербайджан, Армения, Грузия. Да, в Грузии сегодня еще идут процессы, Путин очень схватился за Грузию, но в любом случае Грузия уже свободна. Она никогда не будет тем государством, которое привык видеть Путин или русские. Кавказ освобождается. Кавказ был разделен искусственно на Южный Кавказ и Северный Кавказ. Но это потому, что южные страны Южного Кавказа, так называемые, они раньше были покорены Российской империей. Северный Кавказ, он позже, Абхазия, Черкесия, Чечено-Ингушетия, они продолжали вести войну. И вот поэтому русские еще в тот период разделили Кавказ на южный и северный. Кавказ – это единый организм. И я уверен в том, что вот то, что мы, кстати, второй съезд Конфедерации народов Кавказа, он проходил в Киеве в 1923 году. И на основе этой конференции мы создали комитет по восстановлению кавказских государств. Это происходило в Европе, в Брюсселе, в Европарламенте, и этот комитет существует. И я уверен в том, что в последующем, когда эти народы и другие республики станут
суверенными, независимыми, так же, как Чеченская республика, мы можем создать по аналогии Европейского Союза конфедеративный Кавказский Союз. И это будет работать, это будет интересно всем. И Западу, и Востоку, и всем. А тем более, к слову, о возможных междоусобных войнах. Мы помним начало 20 века, Горскую республику, когда народы Северного Кавказа без Москвы смогли объединиться и вместе давать отпор этой империи. Я так понимаю, вы рассматриваете возрождение и такого формата конфедерации, да, когда вот... Абсолютно. Я почему и подчеркнул это, что мы в 23 году создали комитет по восстановлению северокавказских государств. Туда входят и Дагестан, Карачаево-Черкесии, Ингушетии. Мы уже эту платформу, политическую платформу для восстановления. Но для того, чтобы оно реализовалось, нужно, чтобы эти народы и республики стали свободными и независимыми. Они должны принять свои конституции, определиться по границам. А то, что не будет национального противостояния на Кавказе, показателем является Абхазия, вернее, Азербайджан и Армения. Как только влияние закончилось в России, они разошлись миром. И они сегодня подписывают и мирный договор, они начинают думать о будущем уже без влияния. Точно так же, как и на Кавказе, как и там, и среди народов Северного Кавказа, тем более имея вот уже опыт, о котором вы говорите, Конфедерация народов Кавказа, еще Горская республика, мы это сделаем намного проще и безболезненнее, чем сегодня это происходило между Арменией и Азербайджаном. Есть ли у вас будущая стратегия в сфере безопасности? Ведь после обретения независимости, да, даже организация каких-то союзов политических либо военных, смею предположить, Москва просто так не захочет отдавать эти территории. Той Москвы, которая не захотела бы сдавать эти территории, после поражения России в Украине, этой Москвы уже не будет. Я вас уверяю. Но мы должны исходить, чтобы мы этого добились, сегодня нужно использовать вот эту Кавказскую карту и Украине, и тем странам, которые помогают Украине одержать победу над Россией. Когда Трамп говорит, у вас нет карт, у Украины и у Европейского Союза есть очень мощные карты. Вот сумеют они воспользоваться этим? Этими картами являются Чеченская республика Ичкерия и Северный Кавказ, которые готовы при соответствующей политике и Украины, и Европейского Союза, и поддержке заявить о себе как новая реальная политическая сила, которая представляет, оказывает поддержку и Украине, и представляет угрозу для Российской империи. Вот используем мы, я не хочу раскрывать до конца карты, но в этом направлении мы работаем. И мы предлагаем этот вариант и украинскому руководству, и представителям стран Европейского Союза. И аналог, и пример для этого есть очень серьезный, это Сирия. Буквально за 2 недели, когда за этими движением, национально-освободительным движением Сирии стали несколько государств, они за 2 недели абсолютно без особых сложностей восстановили страну. И там сейчас, несмотря на все те провокации, которые еще будут продолжаться, но Сирия уже становится свободным и независимым государством. Вы Сирию видите как одну из моделей? Нет, я имею в виду не как государственное устройство модели, а сам принцип, как поменялся формат власти. Я это имею в виду. Как получилось так, что Сирия освободилась от Башара Асада и от влияния России в Сирии. Именно точно так же Кавказ может определиться и в формате власти, и избавиться от влияния России. Я в этом контексте говорю как пример. Ахмед Халидович, пару слов о экономике. Вот вы вспоминали российских оппозиционеров, некоторых, которые не принимают идею деколонизации и независимости коренных народов. Они часто говорят о том, что а как же будут жить-то эти народы без Москвы-то? Все умрут с голода, и все будет очень плохо. Вот нашим зрителям расскажите немножко вообще, что такое Чечня в плане экономики, и какое экономическое будущее вы для нее видите? Дело в том, что и русские, и хорошие русские, и Путин, они все понимают, что это неправда.
что это искусственно создается вот такой миф дотационных республик. Я конкретно, скажем, за Чечню. Да? Чечня, несмотря на, во-первых, вся таблица Менделеева, не говоря не только нефть и там другие, вся таблица Менделеева, она у нас есть. Как мы проживали, как мы прожили вот эти 3 года до войны и 3 года после Первой войны. Мы существовали, и мы не получали вообще ничего ни от кого. Несмотря на то, что в Первую войну, до Первой войны, республика находилась в экономической блокаде абсолютно со всех сторон, находясь внутри России, была полностью обложена и была экономическая блокада республики. Но, несмотря на это, мы выживали. И вот, чтобы для примера, просто вот как мы жили в тот период. Да. Это единственная республика была на постсоветском пространстве, где хлеб был бесплатный. У нас были созданы условия, были пункты для тех, кто, ну, их называют там бездомные, да, нищие. Они были открыты несколько точек питания для них. Хлеб, были несколько магазинов, где продавался хлеб за просто символическую цену. Можно считать, это было бесплатно. Республика развивалась. Первая техника вот, по укладыванию этих дорог, а в Москве эта техника появилась спустя 10 лет, после того, как уже они разрушили у нас. А у нас она в 1992 году уже прокладывались дороги. Республика развивалась. Да, были сложности, безусловно, были сложности. Но если говорить об экономическом составляющем, с пятницы, вот все, кто помнит этот период, вы можете не у меня, а у кого-то любого другого спросить. В пятницу со всего юга России автобусы, колонны выстраивались в республику за продуктами и за промышленными товарами. С России, Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область. Они колоннами шли в республику, чтобы отовариваться товарами. Вот как вот в этот период происходило. И то, что сегодня говорят, республика дотационная, да, они выделяют средства на то, чтобы... И специально они паразитируют нацию, народ. У нас очень трудолюбивый народ был. Сегодня вот эти последние 15-20 лет все посажены на пенсии, пособия, какие-то эти подачки, которых рабочих мест нет. 70% безработица. Естественно, чтобы каким-то образом поддерживать, они выплачивают какие-то пенсии и пособия. Потому что мы, как Чеченская республика, это был промышленный центр на Кавказе. Десятки заводов, фабрик. Все это сейчас разрушено, абсолютно разрушено. И Чечня превращена на сегодняшний день в такой торгово-развлекательный центр. Но наше министерство сегодня, находясь здесь, мы не обременены социальными проблемами. Я имею в виду наше правительство. Ни пособий, ни пенсии. Но мы сейчас закладываем, используя все новые технологии, вот как мы будем возрождать нашу страну и нашу республику. В этом ключе у нас есть специалисты, которые работают именно для того, чтобы мы после деоккупации внедрили вот все эти новые технологии с тем, чтобы развивать. И никаких проблем у нас. Мы очень самодостаточная республика. И весь Кавказ, в принципе, самодостаточен. И я уверяю, если бы и Путин, и хорошие русские думали, что мы с голоду умрем, если они нас оставят, они бы нас давным-давно оставили бы, чтобы мы вымерли и потом заняли бы эти территории. Они знают, что это будет неправда. И почему Шахрай, когда увидел всю эту систему после трансформации СССР в СНГ, нищенствующая Россия, очередя и Чеченская республика, развивающаяся, расцветающая, и куда все это направлено. И поэтому он говорил относительно Чечни, Карфаген должен быть разрушен. И они сделали так, что началась война, и они разрушили все это. Но сейчас из-за ситуации Украины, из-за того всего, что складывается в мире, я уверен, что мы освободимся, и Кавказ, и Чечня, мы будем жить вполне достаточно. И это очень самодостаточный регион. Двумя словами, если сказать. Да? Если немножко продолжая эту тему, какая судьба ждет те ресурсы, те стратегические предприятия, которые сейчас есть в Чечне после ее деоккупации? Есть ли какая-то программа возвращения народных богатств непосредственно народу? Абсолютно. Национализация вот тех объектов. И то, что сейчас происходит. Почему мы
выступили с инициативой создать и военный трибунал против Кадырова и против его окружения. Вот так называемый фонд имени Кадырова, куда они вливают все эти средства, и за счет, через этот фонд они строят. И все, что сегодня они строят в республике, это является их частной собственностью. Это ни к городу, ни к республике, никаким структурам не имеет никакого отношения. Они приватизировали все наши концерны, которые есть. Заводы практически не восстановлены. А все, что есть, они все стали частной собственностью Кадырова и его окружения. Конечно, это все мы изменим. Оно будет национализировано, и в последующем, когда мы подойдем к этому, оно будет приватизировано уже соответствующе с нашими законами, а не с теми воровскими и грабежами, которые сегодня затеяла так называемая кадыровская администрация. Это все мы поменяем. Мы уже работаем над этим. Мы фиксируем все эти моменты, где что построено, где что отнято, какие... И вот почему я затронул о военном трибунале. Очень много ресурсов вывезено за границу. Миллиарды. Это национальное достояние. И мы должны будем вернуть их. Если мы учредим военный трибунал, и Украина нам поможет в этом вопросе, то вот автоматически те страны, которые приняли эти миллиарды, и эти Кадырова и с его этими деньгами, они будут вынуждены заморозить эти средства с тем, чтобы в последующем вернуть в республике и нашему народу. Мы над всеми вопросами, связанными в будущем обустройстве, мы работаем. Вот для этого и нужно это правительство. Не потому, что мы там имеем какую-то власть или что-то, а для того, чтобы мы как ответственные люди, которые стояли у истоков, и те, которые сегодня поддерживают идею независимости, они включаются в этот процесс. И люди нас поддерживают, самое главное. Именно из-за поддержки чеченского, который находится за рубежом, мы и существуем. Ахмед Халидович, несколько слов о вашей международной политике и будущей международной стратегии. Я считаю, для наших с вами государств это очень важная тема. Если вспоминать агрессию России против Чечни, как по мне, тогда вот именно международной поддержки этому государству и не хватило. Я знаю, что у вас активно работает Министерство иностранных дел, есть консулы и представители в разных странах мира. Расскажите детальнее о вашей работе вот в этом международном направлении. Возможно, есть какие-то уже предварительные договоренности, сотрудничество с правительствами, странами и так далее. Конечно, я бы с удовольствием рассказал бы все подробности, если бы нас слушали бы только наши друзья. Так. Но так как нас слушают и услышат и наши враги, давайте я ограничусь тем, что вы очень правильно подчеркнули. И у меня сегодня, кстати, будет совещание военного совета. Я пригласил наших командиров с разных мест. Они сегодня приедут, и в 4 часа у нас будет заседание. Совещание. И мы там будем обсуждать тоже вопросы, связанные именно с этим вопросом. Наша проблема была тогда и остается, и оставалась, потому что за нами не было международных институтов. Для нас сейчас самое главное в процессе деоккупации, чтобы мы сформировали и создали международный протекторат. На какой-то период, на 5 лет, на 10 лет. Как это будет выглядеть, это уже технические, это рабочие моменты. Но необходимо будет создать. И мы, на самом деле, сейчас открыто я скажу, мы видим во главе этого международного протектората, и мы хотим, чтобы это так было, это Украина, вокруг которой сегодня объединились несколько десятков стран. Если нам удастся создать коалицию, международную коалицию, которую мы будем называть или коалицией, или международным протекторатом из нескольких стран, 5, 6, 7, 10 стран, мы сумеем за 5 лет восстановить и наладить все необходимые структуры и создать условия для существования независимого государства. И это может стать и примером и для других республик, и для другого региона. А для западного мира Кавказ – это еще это и новый рынок, это новые возможности, это новая территория. Если одна Чеченская республика не представляла интереса для западных стран, и поэтому нас предали в 1994 году, но сегодня, если говорить о
целом обо всем Кавказе, то это уже абсолютно другой регион. И, конечно, и наше Министерство иностранных дел, и я со своей стороны работаем в этом ключе, чтобы мы могли сформировать уже туда ближе. Чем ближе к развязке, тем быстрее нам нужно этого добиться. И в этом ключе мы работаем, и я думаю, что мы добьемся успеха, иншаллах. Ну и в продолжении беседы о будущем независимой Чечни давайте поговорим немного о культуре, истории и языке. Республика и ее народ — носитель очень древней, интересной и красивой культуры, но мы видим политику Кремля по отношению и к коренным родным языкам, да, и по отношению к истории, как она переписывается и преподносится. Есть ли у вас стратегия и будущая политика по восстановлению и традиций, и культуры, и честной истории, и чеченского языка? Хотя в Чечне, насколько я понимаю, с языком еще не такие большие проблемы, как у других национальных республик. Вот вы сами. И самое удивительное, мне вчера приснился сон именно по поводу языка. Так. Вот та проблема, мы действительно думаем над этим. Ну, сейчас получилось так, что носители языка у нас есть. Да. Почему я не представляю, я не думаю, не опасаюсь и такой угрозы исчезновения языка у нас нет, потому что у нас есть носители языка. Я сейчас не хочу называть их имена, и они находятся на территории республики. Мы где-то там в каких-то социальных сетях мы видим, я слушаю их, да, и я знаю, как они готовятся и что они делают. И мы со своей стороны, наши представители власти, которые находятся на территории, работают именно в этом ключе. Декоммунизация Чеченской Республики, она прошла очень удачно. А вот декадеризация и депутинизация Чечни, она пройдет более безболезненно для чеченцев, как только наступит момент. И вот к этому моменту мы готовимся по всем направлениям. А так, те вопросы и культура, и язык. У нас есть специалисты, которые работают, находясь в Европе, работают в этих направлениях. И поэтому у меня в этом отношении нет особого беспокойства. Ахмед Халидович, в завершении нашего разговора я всем гостям, и вы не исключение, предоставляю такую возможность коротко обратиться к тем, кто увидит нас на территории России, в вашем случае, в частности, в Республике Чечня. Если вы хотите что-то сказать или выступить с каким-то обращением, у вас есть такая возможность. Ну, спасибо огромное. Я, в принципе, очень часто выступаю, часто говорю, но в то же время я думаю, что это будет не лишним. Обратиться именно к русским, которые сегодня оболванены путинской пропагандой. И то, что сегодня происходит, и то, что совершает русская армия в Украине, это то, за что когда-то русскому человеку будет стыдно. Будет стыдно за себя, за как представителя русского общества или русской идентификации. Я помню Александра Литвиненко, я думаю, что его очень многие помнят. Это человек бывший, он служил в КГБ, ФСБ, ФСК. Он был отравлен в Лондоне, Полония 210, и, в принципе, убит по приказу Путина. Когда он в Первую войну участвовал на стороне против нас, Первая война, и когда они взяли в плен молодого чеченца, парня 16-летнего, и он ему задал вопрос, почему ты с этими бандитами здесь? Как раз Александр Литвиненко его допрашивал. И тот сказал, тебе же надо учиться. Он сказал, я весь класс ушел на войну, и я ушел. И весь класс ушел. И вот с этого времени у него подход к этому изменился. И он мне говорил, знаешь, почему я сегодня с чеченцами и поддерживаю чеченцев? Чтобы мне не было стыдно перед моим сыном за то, что сегодня русские сделали или делают в Чечне. То же самое касается сегодня всех русских. Вам будет стыдно, если вы не опомнитесь и не предотвратите продолжение убийства украинцев и украинского народа, детей, женщин, стариков. И вы должны сделать все, чтобы сегодня ваша власть, преступная власть, которая сегодня пропагандирует войну и ведет к катастрофе и вашу страну, и вас. Я уверяю вас и всех, кто сегодня меня слушает, Россия может стать свободным, независимым правовым государством только
отказавшись от имперских амбиций. Дайте жить возможность и колонизированным народам и прекращайте войны, которые вы сегодня развязываете по всему миру. Только это залог вашего будущего. Только это может гарантировать безопасность вашим детям и вам самим. И поэтому я уверен, что украинцы и украинский народ выдержит этот натиск. Он отстоит и свою свободу, и независимость. И сегодня правда на их стороне, и право на их стороне, и Всевышний на их стороне. И мы отстоим и свободу, и независимость и Украины, и деоккупируем нашу страну, иншаллах.